Надо просто бить рублем по всем нарушителям. Пусть даже он один раз уедет, чтобы он в следующий раз не вернулся уже на границе. Мы здесь эту работу проводили. Если помните, Реза Платонович, да, потому как вы проводили комитет, когда пограничная служба вместе здесь выработали, как с этим работать. То есть в этом плане я считаю, что работа она ведется и плюсы видны. Теперь я хочу просто свое мнение сказать. Я не знаю, я уверен, что у многих здесь так же, как и у меня, огромное количество знакомых, молодых ребят-экскурсоводов, которые работают, допустим, с туристами, которые приезжают из России. Если мы примем вот так, как обсуждается, я сказать, соглашения пока нет, я согласен, но мы же знаем, что оно готовится. И поэтому я хочу все-таки, чтобы мы это озвучили. Ну, по крайней мере, я это озвучил. Но мы с вами это же обсуждали, Кристина Константиновна, уважаемая, мы с вами это обсуждали, и основные позиции, да, вот я знаком, вы мне о них сообщили. Поэтому я говорю о том, что я знаю от вас, в принципе, да. Поэтому я считаю, что в каком-то плане я информирован и могу говорить о том, что, о том, о чем как бы пытаюсь сейчас донести. Так вот, я совсем недавно, вот просто, Пицунда-Сухум, у меня постоянно один маршрут. Увидел по дороге парня, куда это мой студент, прекрасный парень, сейчас имя называть не буду. Да, я хотел бы его видеть в исполнительной власти, когда он у меня занимался. Так случилось, ему зарплата не все. Он работает непосредственно, вот так встречает, переходит границу, там садится, переезжает с ними. Работает круглый год парень молодой. Круглый год. Зарабатывает хорошие деньги. Не будет в нем необходимости. И таких очень много. Я много таких знаю. Поэтому здесь я не вижу вообще, хотят альфарды переезжать, пусть переезжают. Ничего, не 20 тысяч, 17 заработают, дадут часть денег этому экскурсоводу. Не вижу в этом никакой проблемы. Если зарабатывают, пусть зарабатывают тогда и наши граждане тоже, не только они. Это очень важно, на мой взгляд. Что еще хотел сказать? Вот насчет того, что говорили, что наши граждане заодно обладают еще и российским гражданством, соответственно, они могут там прописаться, работать там. Но мы понимаем, что это не происходит. Это нам не выгодно, как таковое. Но я еще что хочу сказать. Знаете, такой аргумент, он действует, что вот у вас есть гражданство российское, у нас нет абхазского. Если так мы начнем, мы не раз слышали, что вот давайте и гражданство будем тоже друг другу давать. Поэтому не действует этот аргумент для меня. Наши граждане должны зарабатывать, даже там, где из России. Я не против того, чтобы они сюда приезжали. Пусть приезжают на альфардах, на этих маршрутах. Не о такси обычных речь, понятно, там экскурсовода не посадишь. Но ничего, одно место у себя в машине для экскурсовода и немножко ему заплатить, все осилят. Я хотел бы, чтобы моя позиция была известна, она не изменится и в будущем тоже. Все, спасибо.